Урок 37. Какие бывают дожди? Вы будете извлекать информацию из текстов и других источников, соблюдать грамматические и орфографические нормы на письме и в речи. Упражнение 1. Послушай. Сколько знаю я дождей? Сосчитайте поскорей. Дождик с ветром, дождь грибной, дождик с радугой дугой, дождик с солнцем, он слепой, дождик с градом озорной. Сколько раз в тексте упоминаются слова «дождик», «дождь»? Назови по порядку эти дожди. Мәтінде дождик және дождь деген сөз неше рет қайталанады? Образец. Дождик с ветром первый. Запиши в тетрадь по порядку, да? Второй какой дождик, третий какой дождик. Какой дождик ты запомнил? Найди дома в интернете информацию о слепом дождике. Запиши это в тетрадь. Интернеттен слепой дождик туралы информацияны тауып ал да дәптерге жаз. Жауаптары. Слово дождик, дождь упоминается 5 раз. Дождик с ветром первый. Дождь грибной второй. Дождик с радугой дугой третий. Дождик с градом четвертый. Информация из интернета. Слепой дождик, быстро проходящий, мелкий, редкий и моросящий, он идет при лучах яркого солнца. Күн шығып тұрғанда жауатын жауынды слепой дождик деп атайды. Упражнение 2. Ознакомительное чтение. Работа в 3 группах. Каждая группа читает свой текст и отвечает на вопросы. Где был необычный дождь? Как он назывался? Из чего получился такой дождь? Первый текст. Самые необычные дожди. В 2001-2006 годах в Индии, Северной Африке, России, в городе Саратов люди наблюдали красный, оранжевый и сиреневатый дождь. Частицы песка, семена растений, фрукты, которые поднял вверх ураганный ветер, окрасили дождь в разные цвета. Второй текст. В 2009 году в Японии прошел дождь из лягушек, лягушачий дождь. Сильный ураган вытянул лягушек из озер и болот и по воздуху принес в Японию. Третий текст. В 2011 году в Англии прошел яблочный дождь. С неба вместе с дождем падали сотни яблок. Ураганный ветер сорвал плоды с деревьев и принес их в Англию. Какую главную информацию вы узнали? Как вы понимаете словосочетание «необычный дождь»? Ответы для первой группы. Необычный дождь был в Индии, Северной Африке и России. Красный, оранжевый и сиреневатый дождь. Частицы песка, семена растений, фрукты окрасили дождь. Ответы для второй группы. Необычный дождь был в Японии. Лягушачий дождь. Ураган поднял лягушек в воздух и получился такой дождь. Ответ для третьей группы. Первое. Необычный дождь был в Англии. Второе. Назывался яблочный дождь. Третье. Ураган сорвал яблоки и поднял над Англией. Какую информацию вы узнали? Мы узнали информацию, что бывают необычные дожди. Необычный значит не совсем такой, какой обычно бывает, отличающийся от привычного и обычного. Дополни словосочетание. Яблочный дождь. Дождь из чего? Яблочный дождь. Дождь из яблок. Лягушачий дождь. Дождь из чего? Лягушачий дождь. Дождь из лягушек. Песчаный дождь. Дождь из чего? Песчаный дождь. Дождь из песка. Выпишите названия стран, где прошли необычные дожди. Обменяйтесь информацией в группах. Названия стран: Индия, Северная Африка, Россия, Япония, Англия. Упражнение 3. Выполни задание по моделям. Модель, образец. Интересны, интересно, интереснее. Трудный,
Трудный, трудно, труднее. Модель яркий, ярко, ярче. Образец. Жаркий, жарко, жарче. Звонкий, звонко, звонче. Трудно, жарко, звонко – это наречие. Имена прилагательные интересный, интереснее, трудный, труднее, жаркий, жарче, звонкий, звонче. Интереснее, ярче, труднее, жарче, звонче – это сравнительная степень прилагательных. Вы это еще не проходили. Упражнение 4. Найди в тексте слова, которые отвечают на вопрос «как?». Выпиши их. Дождь шел быстро, сильно, звонко. В степи было шумно от дождя и ярко от блеска молний. Как? Быстро, сильно, звонко, шумно, ярко.